Здравствуйте, дорогие друзья и зрители канала. С вами, как всегда, Лара Володина. Герои нашего прошлого ролика. Гарик, Тильда и Тома в безопасности. Гарик и Тильда находятся на платной передержке. По-другому не получается никак. За них надо оплачивать, иначе они окажутся снова на улице. Пассажиров пока нет, вывести пока не можем. Нам очень нужна помощь. Все чаще прихожу к мысли, что спасаем реже, меньше. Если раньше мы вывозили сотнями, то сейчас единично. Все сводится к тому, что спасение, наверное, скоро закончится. Так тяжело это осознавать. Борюсь с этими мыслями. Я максималист. Спасение одной, двух, трех собак, да, это тоже жизни, но этого мало. Что тогда я скажу другим собакам, забирая одну, две? Когда другие смотрят тебе в глаза и тоже хотят к человеку, а ты им должна что-то сказать. Я всегда с собаками веду диалог. Я вот забираю там белую, серую, да, а вот вы должны остаться и умереть. Как мне им это сказать? Раньше, забирая из ППЖ, я говорила: сегодня я забираю вот этих 2, 3, 4, а за тобой я приду обязательно, вот на неделе будет вот следующий пассажир, и я обязательно вас заберу. Часто это получалось. Иногда не успевали. Их уже не было в живых. Мы не успевали. И это реалии жизни, я говорю как есть. Но спасали сотнями, которые в итоге перерастали в тысячи. Сейчас нет такого количества. Ой, ой, бандит. Вот это он так кушать хочет. Это Кира. Пьеро. Ой, Пьеро. Ой, Пьеро. Ой. Ой, бандит. Ой, бандит. Видишь, он тут все сожрал. Всю радицу съел. Ой, бандит. Кира. Кира. Ну ты здоровая лошадь стала. Кира. Кира. Это ее друг. Кирочка. Кира. Ой, какая красивая Кира. Ой, хорошая. Ой, бандит. Сейчас я тебя пересажу. Дорогие мои друзья, уважаемые подписчики, мы собрались здесь с вами, чтобы объединиться и спасать тех, чья жизнь в опасности по вине человека. Это не их вина, это их беда. Представляю вашему вниманию семью по решению человека, оказавшуюся на улице у черты выживания. Глава семейства, небольшой, красивый песик Оскар, худенький, маленький. Он отчаянно защищает территорию, где живет его большая дружная семья. Как ему удается? Надо и защитить, и добыть корм, хоть кусок сухого хлеба с мусорки. Его жена Мия, тоже не крупная собачуля, но до чего ж красивые они все. Она с трудом передвигается из-за запущенной венсаркомы, кстати, которая вполне лечится. И мы очень многих вылечили от этой болячки. Болезнь не отменяет заботу и кормление быстро растущих деток. Их старшая дочь Вега от предыдущего помета. Она уже выросла.
Ей примерно около года. Она помогает матери заботиться о младших двух сестричках и братике. И прибившийся еще недавно к этой семье мальчик черненький без имени. Вот такое дружное семейство. Они все обречены. Мамке Мии нужно лечение, иначе в одно утро она просто не встанет. Малыши растут очень быстро, и им нужен дом, нужен свой человек. Они выживают возле барака, выживают кое-как, голодные. Иногда голодными ложатся спать и всегда находятся в опасности. Рассказали мне о них, и я понимаю, что я уже не тяну. Не то что спасти семейство, даже каждая собака, спасенная, мне дается с трудом. Да, сейчас не то время, всем тяжело. Раньше мы спасали и очень помногу, но сейчас все реже, точечно. Друзья, эта задача спасти большую семью очень сложная, очень трудная. Это не одна, не две взрослые собаки. Это выходить щенков, привить, перевести в Москву, найти им дом, вылечить Мию, а скорее всего и Оскара, так как они вместе и скорее всего вместе оба болеют. Тоже нужно время, найти пассажира, средства привезти сюда, а здесь такие же средства на их содержание. У этой семьи нет шансов. Впереди зима и страшные якутские морозы. Друзья, я не уверена в том, что мы соберем средства на спасение этой семьи. На это нужно много денег. Но что вы скажете? Давайте, будем пытаться или нет? Спрашиваю у вас, я не могу принимать одно решение. Если я буду принимать решение сама и не справлюсь, то что будет тогда? Если спасать эту семью, то надо нести ответственность до конца. За ее лечение, за ее содержание, за перелет и за пристройство. Разовая помощь навряд ли здесь поможет. Здесь процесс такой долгоиграющий. И боюсь остаться наедине с этой проблемой. И вот сейчас я в очередной раз рассказала вам историю семьи, которая состоит из 7 хвостов. И я не вижу выхода, как спасти. Где передержать, как вылечить, где взять руки, помощь. Если вы скажете про Игоря, Игорь завален собаками. И больными тоже. Да и мест у него уже нет. А в минуты отчаяния, когда желудок у собак прилипает к позвоночнику, а смертный холод проникает в каждую клеточку, собаки воют. Вот и мне сейчас впору сесть и завыть. От отчаяния, от безысходности. На карте пусто. Якутск просит помощи. На передержке в Москве хотя бы на корм завести. Клиники, аптеки. Еще не оплачены до конца все операции. А вы помогаете. Но собак-то очень много. И просить уже я не знаю как. И снова, и опять я прошу. Наверное, я выдохлась. Это лето первое такое трудное по финансам. А впереди зима и умирающие собаки там, в Якутске.